Я хочу дать Антону возможность тоже тебе вопрос задать. Есть у тебя что спросить, Аркадий? Мне судьба Аркадия в данной ситуации очень похожа и понятна, потому что я был в такой же точной ситуации 1,5 года назад. Я рад, что Аркадий остался жив. Я считаю абсолютно правильным действие украинских спецслужб по инсценировке его убийства. Это было необходимо для того, чтобы лучше задокументировать заказчика, его переговоры с его кураторами из России. И это абсолютно правильно. Я также хочу сказать и Аркадию, и нашим телезрителям, что я зарегистрировал на прошлой неделе законопроект о создании в Украине национальной службы по защите свидетелей, которая должна профессионально заниматься защитой тех лиц, которые нуждаются в такой защите. У нас на сегодня в Украине очень плохо обстоит дело именно с технологией защиты тех людей, жизнь которых важна для раскрытия преступлений, для доказательства преступных деяний. А ты имеешь в виду таких людей, как Бабченко, Богданов, например? Абсолютно верно, абсолютно верно. На сегодня фактически государство Украины может предложить только вооруженную охрану, чтобы с кем-то ходили люди с пистолетами, но это очень мало на самом деле. В некоторых случаях это необходимо, если человек публичный, он должен курсировать по известным маршрутам, если это политик или журналист. В многих случаях это люди, которые не публичные, но которые могут дать показания на коррупционеров, на олигархов, на бандитов. И им достаточно изменить их место жительства, изменить им фамилии, дать их семье, им самим новую работу. У нас это абсолютно не реализуется, в отличие от европейских стран. Я приготовил закон, я уверен, что его поддержат мои коллеги, мы в следующем году такую службу в Украине создадим. И тогда я буду более спокоен за то, как у нас в Украине расследуются тяжкие, особо тяжкие преступления. Вот смотри, Аркадий, как раз по этому вопросу хотел у тебя уточнить. Вот тут немножко, конечно, разные ситуации, когда свидетель дает показания, допустим, против коррупционера там, или кого-то, да, но рядовой там, человек в Украине живущий. Вот ты, например, известный человек, да, публичный, скажем так, человек. Вот ты бы воспользовался такой программой защиты свидетеля, и как бы она должна была выглядеть в твоем случае, если бы тебе это предложили? Я считаю, что это необходимо делать. Антон абсолютно прав, это делать необходимо. И я скажу так, что я сейчас как раз ищу такую программу, потому что я устал уже бояться. Я устал бояться и за себя, но больше всего я устал бояться за свою семью. Я сейчас свою семью хочу вывести куда-нибудь, не плевать куда, совершенно куда, чтобы вот я точно знал, что их это больше никак не коснется. Да? Потому что когда ко мне пришли, мне показали, ориентировки были не только на меня, ориентировки уже были на мою жену, да. Герман, он говорит, когда он разговаривал с убийцей, с киллером, да, он говорит, что вот Бабченко собирается ехать в Одессу вместе с семьей, да, поэтому, прошу прощения, мне это лично нафиг не нужно. Я хочу, чтобы их куда-то где-то спрятали, и чтобы их это никак не касалось больше вообще нигде, там, со сменой фамилии, не знаю, с авианосцем охраны, как угодно, но чтобы их это не касалось. Это жизнь, такая жизнь тяжелая, да, я вот так сейчас живу 3 недели, почти месяц, это, конечно, очень тяжело, но пока такого варианта нету. Что касается, другого варианта нету. Ну, черт возьми, тут и в Европе-то с этим проблема, да, потому что как меня убили, все сразу стали говорить, ох, Бабченко, там МИД Чехии говорит, Бабченко к нам не обращался, мы, конечно, ему предоставили защиту. Да, конечно, не обращался. Год я им писал, год я пытался там получить вид на жительство, меня отфутболили. Вот сейчас все это начинает повторяться, да, Бабченко мертвые все жалели, Бабченко воскрес, но сейчас опять куда-то что-то там тыркнется, опять уже большие проблемы. Все боятся портить отношения с Россией, все говорят, что ты слишком одиозный, то все 5-10, да. Поэтому лично мне бы, хоть публичному, хоть не публичному человеку, лично мне бы, конечно, такое дело очень-очень нужно. Но при всем при этом, в любом случае, ну, я все равно не замолчу, да, но все равно мы будем делать то, что мы делаем, все равно мы будем писать то, что мы пишем, все равно делать то, что должен, и будь что будет.